целях промывания мозгов и ассимиляции китайские власти отбирают детей уйгуров и отправляют их во внутренние провинции Китая, где они вынуждены обучаться в начальных и средних школах по программе, названной «Синьцзянский класс». На прошлой неделе Биттер Винтер опубликовала статью о школьниках-уйгурах, оставшихся в городе Жижиян и других городах провинции Хубэй. Согласно официальным данным, в настоящий момент в Ухане находится около 8 сотен уйгурских школьников. Из них 280 учащиеся 8 класса средней школы номер 1, 330 школьники 12 класса средней школы Донхуа и 170 из средней школы Хантии. Школьники остаются в своих домах, опасаясь заражения. Наряду с местными жителями и турками в акции протеста, организованной уйгурской диаспорой на площади Дам в столице Голландии, принял участие основатель и депутат партии Денг Тунахан Кузу. Главной целью уйгуров, собравшихся сегодня на этой площади, несмотря на плохую погоду, является осведомление мирового сообщества о беззакониях китайского правительства в отношении тюрков в Восточном Туркестане. Они собрались для того, чтобы осветить вопрос репрессий, которого избегают многие страны, чтобы не испортить торговые отношения с Китаем, заявил Кузу. Подчеркнув, что депутаты партии Денг борются за принятие законов относительно беспредела китайских властей, Тунахан Кузу сделал следующее заявление. На плечах политиков лежат определенные задачи. На прошлой неделе в парламенте Голландии был рассмотрен предложенный нами законопроект и одобрено 2 инициативы. Голландия должна взяться за уйгурский вопрос, осудить Китай, выступить с действенными предложениями в Евросоюзе, ООН и других международных платформах, а также оказать дипломатическое и экономическое давление на Пекин. В честь Восточного Туркестана были продекламированы стихи в ходе программы, названной «Тоска по первой родине», организатором которой стал стамбульский филиал Союза писателей Турции. Программа прошла в рамках платформы открытой мысли, целью которой является осведомление турецкой молодежи о творящемся беззаконии в Восточном Туркестане и репрессиях уйгурского народа. Несмотря на погодные условия, в программе, которая была воспринята с большим интересом, именитые и начинающие поэты прочитали свои стихи в аккомпанемент музыкальных произведений и показа фильма. Согласно официальным данным, жертвами коронавируса в Китае стало 1114 человек. Количество подтвержденных случаев достигло 44 653. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество потенциальных разносчиков составляет 16 тысяч. Выяснилось, что 85 тысяч граждан контактировали с инфицированными. Критический период, сопровождаемый вопросами торговых войн, продолжительных протестов в Гонконге, лагерей перевоспитания в Восточном Туркестане и выборов в Тайване, оказал влияние на роль Китая в глобальной конкуренции. Ко всему вышеперечисленному добавился вопрос коронавируса. С одной стороны, Китай борется с эпидемией, а с другой пытается решить экономические, политические и социальные проблемы. Руководитель региональной администрации Шотландии и глава национальной партии Никола Старгион заявила, что вместо Брексита Шотландии необходима альтернатива. Напомнив, что основная часть Шотландии проголосовала за участие в Евросоюзе во время референдума в 2016 году, Старгион сказала, что отделившаяся от Евросоюза Англия потянула за собой и Шотландию, что является показателем нестабильности нынешнего статуса региона. Правительство Шотландии сообщило, что намерено провести новый референдум, на котором будет рассматриваться вопрос независимости.